дней. Ровно неделю назад состоялась премьера песни, с которой Россия поедет на Евровидение. За несколько дней до этого стало известно имя человека, который будет представлять в Швеции нашу страну. Победительница проекта «Голос», теперь уже заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова. За последние полгода в ее жизни произошли просто тектонические перемены. Сегодня Дина – одна из самых, как говорится, медийных персон. Ее имя, ее песни повсюду. И при этом она почти недосягаема. Дина Гарипова приехала в свой родной Зеленодольск буквально на пару дней, где мы и встретились. Дина, спасибо вам огромное, что согласились встретиться с нами. Я понимаю, насколько тяжело вам сейчас найти время в вашем действительно сумасшедшем просто графике. И многие уже говорят о том, что а не звездная ли болезнь посетила Дину Гарипову, поскольку она многим отказывает. И действительно, для того, чтобы встретиться с вами, нужно звонить в Москву, да, договариваться. Ну, это не от того, что да, никакой звездной болезни, абсолютно. Это просто очень много сейчас времени занимает подготовка, очень много времени занимают репетиции. Я просто чисто физически не успеваю ответить всем. Но, тем не менее, даже в этом вашем графике находится время. Вот вы сейчас находитесь дома. Часто за последние, за последние 2 месяца, когда были дома? Сколько дней получилось? Ой, общее количество дней, конечно, я не скажу, но я стараюсь находить как можно больше причин, чтобы вернуться домой хотя бы ненадолго и побыть с родными и друзьями. Когда узнали про Евровидение, конечно, не поверили сначала, наверное. Нет, но я слышала, конечно, что было интервью еще в начале проекта. Первый канал там как раз представил, что победитель «Голоса» поедет на Евровидение. Но это только было так возможно, что это произойдет. И когда прошел «Голос», я как-то изначально вообще забыла про эту историю, и потом меня начали спрашивать, а еду ли я? А я не знала вообще, будет это или не будет, и как-то ждала какой-то информации, ждала, что, может быть, позвонят, сообщат. И действительно, спустя некоторое время, достаточно большое время после конкурса, около месяца, наверное, прошло, мне позвонили и сказали, что мы решили попробовать, там, подбираем сейчас песню, давай попробуем, послушаем, как это получится. И практически когда вы услышали эту новость, когда ее объявили, именно в этот день уже все точно утвердилось. Ну, как вам песня? Вам песня такая, скажем так, она на волне, что называется. Это такой типичный европоп, очень подходящий для Евровидения. И, конечно, наверное, это хорошая возможность, в общем-то, для вас, для демонстрации ваших прекрасных вокальных данных. Спасибо большое, очень приятно. Песня действительно очень сильная, очень сложная по вокальной части. Я как раз боялась, что вдруг песня будет какая-то такая, что нельзя будет попытаться раскрыться вокально и эмоционально. А эта песня объединила в себе как раз это наверное, насыщение и эмоциональным каким-то сильным настроем, таким неким призывом. И плюс чисто по музыкальной части, по вокальной, она очень такая сложная. Вы какую задачу себе ставите? Победить или достойно выступить? Достойно выступить. Победить — это не главное. Тем более в этом конкурсе тут ни за что не угадаешь, что именно понравится в этом году. Поэтому я хочу просто выступить так, чтобы мне не стыдно было представить Россию. Касательно образа, очень много эпитетов уже к вам применяют. Вы знаете их все, наверное, от первого до последнего. Русская Адель, значит, вас называют. Тут еще недавно, я совсем не знал об этом, оказывается, вас называют еще русская Сьюзен Бойл. Я вообще, честно говоря, не поняла. Британская эта женщина, да, в летах, которая поразила всех в Британии на шоу Britain's Got Talent, тем, что там, во-первых, своей непосредственностью, во-вторых, своими вокальными, конечно, прекрасными данными. Да? То есть вам не лестно такое сравнение? Нет, почему? Мне льстит, мне очень приятно, что меня сравнивают с такими великими личностями уже на самом деле на данный момент. Тем более, что Адель, она уже и обладатель Грэмми, и Оскар. Я не знаю, очень талантливая женщина. Мне, конечно, чтобы до ее уровня дойти, еще работать и работать, но то, что я чем-то могла их напомнить, мне приятно. Хотя я все равно придерживаюсь мнения, что сравнивать кого-то это неверно, поскольку каждый человек это индивидуальность, и между собой, наверное, как-то их связывать, это сложно. Дина, мы видели вас совершенно в разных ипостасях на шоу «Голос». Вы пели абсолютно разные песни.
абсолютно разных стилей, направлений, и везде были, конечно, прекрасны. С этой точки зрения, конечно, многие сейчас, смотря на Дину Гарипову, думают, какова же она, Дина Гарипова, будущего, что это за певица, в каком жанре она будет выступать. Потому что понятно, что вы, может быть, сейчас об этом пока времени нет задумываться, но Евровидение пройдет буквально через несколько месяцев, и впереди будет целая большая-большая карьерная дорога. Вы к какому больше стилю себя относите? И как вы вообще представляете себе вот свое песенное, вокальное будущее, творческое? Сейчас вот точно сказать, что там я буду петь вот только эстраду, или я буду петь классику, там, или кроссовер, то есть вот это вот совмещение стилей какое-то, я пока боюсь, наверное, вот останавливаться на чем-то одном. Когда пройдет Евровидение, когда мы попробуем записать какие-то варианты песен, мы уже увидим, наверное, что из этого будет звучать вот именно так, как должно. Но вы ведь пишете собственные стихи. Я пишу, да, но, честно, я пока писала до этого только вот именно стихи. То есть никогда не думала, что можно будет как-то писать, накладывать их на музыку или писать специально под музыку. Но их никто не слышал, эти стихи, насколько я знаю. Ну, особо нет. У меня было, конечно, такое, что я печатала их вот у нас в местной газете, там несколько моих стихотворений выходило, но это было вот еще, наверное, как раз после школы, первые курсы. Сейчас я задумываюсь над тем, чтобы сделать уже какие-то вещи музыкальные на свои стихи. Музыку писать я, конечно, никогда не пробовала. Лена, вы заключили двухлетний, если я не ошибаюсь, контракт с Universal Music. Да. Что он вам дает, этот контракт? Какие обязанности у вас появляются и какие права, соответственно, в творческом плане? Ну, естественно, как и любая компания, они будут мне помогать, они будут заниматься вот раскруткой, как говорится. То есть вот сейчас, пока наступает Евровидение, все равно большая часть каких-то организационных вопросов падает вот именно на их плечи. И, в принципе, слава богу, что у меня теперь есть вот такая опора, которая сможет меня поддерживать. Ну и в течение этих 2 лет мы будем также после Евровидения заниматься записью диска, выпусками клипов каких-то новых, выступлениями концертными. То есть будем готовить программу, чтобы уже можно было вот с полноценным концертом выступить. Потому что сейчас пока вот у меня нет такой программы, чтобы приехать и дать целый концерт. Надо полагать, что этот ваш сумасшедший график в конце концов вынудит вас покинуть нашу замечательную республику и переселиться в Москву, правильно? Ну, кто знает. Может быть, у меня получится как-то совместить, потому что как-то пока бросать вот республику не хочется. Итак, вслед за Удмуртией с ее бурановскими бабушками эстафету принимает Татарстан. Скажу откровенно, мне совершенно не интересно, кто выиграет на Евровидении. Этот конкурс совсем не обязательно выигрывать, сказал Александр Градский. И он прав. Тут важнее участие. Куда интереснее, как сложится дальнейшая судьба нашей Дины Гариповой. Как она будет выглядеть на фоне других европейских исполнителей. Я лично буду болеть за нее. Почему бы нам не сплотиться? Почему бы не положить конец нашим тревогам? Почему мы не протягиваем руку помощи тем, кто так в нас нуждается? Ведь именно об этом дословно поет Дина Гарипова в своей песне. До свидания. What if we